Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня пятница, 22 апреля 2022 года. Добро пожаловать на наш канал. Тема сегодняшнего нашего разговора – это история нашей соотечественницы Зарины Ахтямовой. Я пригласил сегодня специально Зарину Ахтямову, чтобы с ней поговорить о ее судьбе, о ее истории, которая произошла в Турции. И тем самым такие же похожие истории у наших граждан имеются много, дать какие-то возможные решения вот этим накопившимся проблемам. Я хочу представить сегодня вам Зарину Ахтямову. Зарина, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие жители Туркменистана. Здравствуйте, Мурат Клычевич. Здравствуйте еще раз. Вот, Зарина, я почему хотел рассказать вашу историю, почему сегодня вас пригласил. У вас не какой-то исключительный случай вашей судьбы, вашей истории. У вас случай почти стандартный, что происходит с многими нашими земляками, находящимися за рубежом, не только в Турции, но и в России, и в Америке, и в других странах. То есть я бы хотел рассказать о состоянии наших туркменистанцев, о их проблемах, о их боли, о их проблем, которые их окружают и из которых они выйти не могут. Вот для этого я сегодня вас пригласил. Если вы нам позволите, Зарина, я задам несколько вопросов, и вы постараетесь ответить на них, и тем самым мы расскажем нашим зрителям, что происходит на самом деле с вами, что происходит с нашими земляками. У них истории похожи, как у вас, и тем самым мы, может быть, достучимся до власти Туркменистана, которые наконец-то исполнят свои обязанности и решат проблемы туркменистанцев. Если вы не против, мы построим диалог так, что я вам задам вопросы, Зарина. Хорошо, я готова. Зарина. Окей, вот прежде чем приступить к этим вопросам, я хотел бы обратиться к нашим туркменистанцам. Если у вас есть вопросы какие-то Зарины Ахтямовой или же какие-то пожелания, вы можете спокойно задать эти вопросы, и я постараюсь вывести на экран, и, скажем, мы рассмотрим эти вопросы. Если мы сможем ответить, ответим. Если мы не сможем, мы обратимся к нашим зрителям. Зарина, скажите, пожалуйста, не могли бы вы представиться нашим зрителям, кто вы, что вы делаете в Турции и как вас зовут, ваше семейное положение и так далее? Здравствуйте, дорогие жители Туркменистана. Меня зовут Зарина Ахтямова. Как вы знаете, я гражданинка Туркменистана, проживающая в Туркменабаде. Я в 2006 году приехала в Турцию. В 2010 году я потеряла паспорт. Много раз обращалась в консульство. Даже мы с мужем ходили в консульство. Сколько раз давали документы, заявления писали о потере паспорта. Но, увы, я здесь, когда потеряла паспорт в Стамбуле, я обратилась в полицейский участок в Турции, где что у меня действительно есть доказательства, что у меня о утере паспорта. Я с этим документом обратно же также ходила в консульство за помощью о выдаче паспорта или какую-нибудь бумажку мне, что я действительно гражданинка Туркменистана, что, как вы знаете, нелегально здесь я нахожусь, у меня просрочены все на жительство права, чтобы если даже полицейский какой-нибудь остановил меня, я показала документ, что вот я действительно гражданинка Туркменистана. Но, увы, наше консульство, наша власть ничем не помогла. Okay, спасибо. Зарина, вот я бы хотел другой вопрос задать. Вот вы родились в Туркменистане, в Либадском вилаяте, если не ошибаюсь, в городе Туркменабад. Да. Как вы закончили ли вы там какие-нибудь институты, училища или что-то? Есть ли у вас диплом какой-то, который вам позволил бы за рубежом где-нибудь в какой-то стране работать по специальности или же предоставить в Туркменистане возможность работать по специальности? Да, я закончила музыкальную школу, закончила железнодорожную школу, закончила. Ну, как вы знаете, граждане Туркменистана, что у нас в Туркменистане работы нету. Если найти работу, что много взятки нужно платить,
чтобы устроиться на какую-нибудь хорошую работу. Поэтому я не смогла найти по профессии ни по той, ни по этой, по музыкальной школе и по железнодорожной школе. Мне пришлось уехать в Турцию. То есть в 2010 году, до 2010 года вы не смогли найти работу, и вы приехали в Турцию. Или в 2005 году вы приехали? В Турцию в каком году приехали? Я не понял, Мурат Ковач, интернет у вас закрыт. Вы в Турцию в каком году приехали? Я в Турцию в 2006 году приехала. Вот, значит, до 2006 года вы не смогли найти работу, чтобы прокормить семью, вы вынуждены были приехать в Турцию для поиска работы и работать там. Насколько я понимаю. Да, Понятно. вы правильно поняли. Потому что, как вы все знаете, граждане Туркменистана, что мы действительно не можем там нормально не учиться, ничего делать, работу не найдем. Если дальше идти на работу или какую-нибудь учебу, нужны взятки везде просят. Это Понятно. мы уже все прекрасно знаем. То есть из-за того, что вы не смогли найти работу в Туркменистане, вы вынуждены были покинуть Туркменистан, чтобы очутиться в Турции и работать и содержать вашу семью, которая находится в Туркменистане. Да, правильно. Вот это другой не вопрос. только я выезжаю за границу, но многие у нас, кто уехал, потому что действительно там нет работы, там нечего искать. А в Турции, вот вы приехали, вы работали по специальности или вы работали на разных работах? Нет, я в Турции не по специальности работала, я по разным работам работала. Где можно, куда можно, туда я, чтобы заработать кусок хлеба и отправить домой. Понятно. А ваше семейное положение сейчас какое? Вы замужем, у вас есть дети? Не могли бы рассказать немного? Да, я замужем сейчас в данный момент. У меня здесь 2 детей. Окей, очень хорошо. Дети – это, конечно, очень хорошо. Ваши дети родились в Турции или в Туркменистане? Вот, уважаемые зрители, Зарина воспитывает, насколько я знаю, 2 детей маленьких, и сейчас она находится с детьми, поэтому, видать, дети отвлекли. Но я хотел бы добавить к ее интервью вот то, что она говорит, пока ее нету. Зарина Ахтямова, она гражданский активист. Она активист ДВТ. Она очень активна, она очень много помогает нашим гражданам, старается быть активной, старается собрать наших граждан Туркменистана, общаться с ними, решать их проблемы, давать советы. Она выполняет много общественной работы. Эта общественная работа не против какого-то государства, не против диктаторов. Это общественная работа помочь таким же гражданам Туркменистана, которые нуждаются в этой помощи. То есть она ходит по инстанциям, старается исправить свои документы, добиться справедливого решения ее вопросов и приобретает небольшой опыт, с которым она делится с гражданами Туркменистана. Судьба и история Зарины Ахтямовой, она похожа на судьбу и историю многих наших граждан, которые находятся в Туркменистане, Беларуси, в Украине, в Турции, в Америке, в других странах. Я много разговариваю с нашими туркменистанцами, которые выходят на меня и просят помочь восстановить их паспорт. Паспорт, который они потеряли 5-6 лет назад. Они в течение долгого времени пытались это сделать через посольство и консульство Туркменистана. Консульство и посольство Туркменистана предлагает один единственный вариант – поехать в Туркменистан и восстановить там этот документ. Последние 2 года все дороги, авиасообщения и границы Туркменистана закрыты. Эти закрытия связаны с тем, что якобы есть коронавирус в Туркменистане. Но на самом деле коронавирус был в Туркменистане, он, как и в других странах, уменьшился, и сегодня нету никаких преград для того, чтобы граждане Туркменистана были эвакуированы в Туркменистан. Когда есть коронавирус, есть эпидемия коронавируса, то для граждан Туркменистана эвакуация в свою страну – это прерогатива государства. Это в первую очередь надо делать. Поэтому закрытие дорог и границ
в течение 2 лет, это никуда не годится, это нарушение всех прав, норм, свобод наших граждан Туркменистана. Никакое государство в мире, кроме таких, как Северная Корея, не имеет права закрывать дороги. И Северная Корея не имеет права, но Северная Корея считается в мире диктаторской страной. Поэтому то, что они делают так, это понятно. Но самое страшное, что диктаторская страна Туркменистан, 2 диктатора, Бердымухамедов Гурбангулы и Бердымухамедов Сердар, превратили нашу страну в колонию строгого режима. Туркменистан – тюрьма. Поверьте, я это когда говорю, я общаюсь каждый день с сотнями людьми, и везде я это вижу подтверждение. Очень многие люди не могут попасть в Туркменистан. Сегодня около 70 человек находятся заблокированы в Азербайджане. Они с Турции поехали в Азербайджан, чтобы через паром приехать в Туркменистан. Они заблокированы. Вы думаете, что консульство, посольство функционирует в нашей стране? Нет. Они есть, они получают зарплату, но они смотрят в рот этих диктаторов. Эти 2 диктатора превратили Туркменистан в страну, в зону с особыми условиями. Это тюрьма. Чтобы оттуда выехать из тюрьмы, то есть из Туркменистана, надо заплатить 20 тысяч долларов. Вот поверьте, чтобы выйти из тюрьмы в Туркменистане, надо заплатить 5-10 тысяч долларов. И тебя там в амнистию или срок твой убирают, и тебя вытаскивают. А чтобы с Туркменистана выйти, надо около 20 тысяч заплатить долларов чиновникам разного уровня. В Туркменистане я сегодня получил информацию. Еще раз приветствую вас, Зарина. Я извиняюсь, что мы поздно проводим, и ваши дети... У вас звук выключен. Да. Я извиняюсь, конечно, граждан Туркменистана. У меня ребенок проснулся, как вы знаете, у меня 2 маленьких детей. Я обратно же подошла к вам отвечать на ваши вопросы. Да. Мы постараемся быстро закончить, чтобы вас не отвлекать. Вернемся к вопросам. Ваши дети родились в Турции, да? Насколько я понимаю? Да, они родились у меня в Турции, здесь. Мой муж турок. Понятно. Я слышу, что у ваших детей есть проблемы с оформлением метрик, документов. Если нету метрик, документов, соответственно, их лечение, там, вакцинация, всякого рода вакцинация детей с рождения до 6 или 12 лет, есть определенные вакцинации, они должны быть проблематичны, если нету документов, как бы все надо платить самостоятельно, и это сильно бьет по карману. Какая ситуация у ваших детей? У моих детей тоже документации нету. Почему? Я сколько раз обращалась в консульство за помощью, но консульство, так как вы знаете, что ни в чем не помогает. Наше правительство за нами не смотрит, нам также не помогает, гражданам Туркменистана. Не только у меня есть такая проблема, но у многих есть такие проблемы. Да, я детям не могу сделать прививки, я хожу в платные больницы, а вы, как вы знаете, платные больницы всегда не платные. Понятно. Я представляю объем проблем, которые у вас накопились из-за детей, из-за того, что документов нету, из-за того, что у вас документов нету. За все надо платить. Кроме этого, вы нелегально находитесь на территории Турции, хотя и замужем легально, хотя и ребенок легально родился, то есть он не родился на другой планете, он родился в Турции. Но вот эти бюрократические проблемы, которые вас преследуют, они преследуют и других наших земляков, туркменистанцев, которые находятся в Турции и в других странах. Скажите, пожалуйста, обращались ли вы за помощью к туркменским властям, то есть консульство, посольство, я не знаю, писали ли вы в Туркменистан правительству, президенту по вашим проблемам? Да, я с 2006 года, по этому году я столько раз обращалась в консульство за помощью, но, как вы знаете, консульство не обращает внимания, ничего не помогает. Мы сколько с мужем ходили за помощью, ничего нету, все 0 и 0 и 0. И поэтому мои документы не готовы, не делаются, и как вы знаете, что у моих детей тоже нет документов. Почему? Потому что консульство не делает документации. Из-за них вот так вот и я страдаю, и много, может, матерей есть, которые в такие же ситуации попали, как и я. Пожалуйста, я хочу здесь обратиться к этим женщинам, к этим матерям.
Боритесь за своих детей, чтобы у них были документы. Не надо бояться никого. Ставите, вы разве мать? Мать всегда за детьми будет смотреть и всегда будет держать их и бороться. Окей, я понял. Еще один вопрос такой. Если у вас нет документов, ни у вас, ни у детей, значит, вы не получаете никакие пособия, никакие помощи со стороны турецких властей? Нет, я не получаю ничего. У меня бедный муж сам по себе работает, поэтому что он приносит, то им кушаем. Понятно. А вот такой вопрос. Обращались ли вы к турецким властям за помощью, чтобы вас легализовали, чтобы детям хотя бы временно какой-то документ дали, пока документы придут с Туркмении, или они так и не смогли помочь? Мы здесь сколько раз с мужем ходили сделать детям документы, чтобы муж взял хотя бы на свое имя. Но также мне попросили мой паспорт и это, что я в Туркменистане была не замужем, как говорится, бекарлик Бельгии. Но также консульство наше ничего не делая, отказали мне. Понятно. Окей. А вот обращались ли вы по своим проблемам в какие-то международные организации, правозащитные или другие организации? Есть очень много организаций, есть защита прав женщин в Европе и в других странах. Обращались ли вы туда? Уважаемые зрители, Зарина Ахтямова, она с детьми, и ей неудобно, то есть нет условий, чтобы вести наш репортаж. Но насколько я осведомлен, Зарина обратилась к правозащитникам по этому вопросу. Мы, как демократическая оппозиция, и я, как руководитель народного движения «Демократический выбор Туркменистана», мы будем обращаться в международные организации, защита прав женщин европейские, азиатские и в другие. Я лично знаю руководительницу защиты прав женщин, я встречался в ОБСЕ. Я обращусь с просьбой помочь нашей гражданке. Зарина, я повторю вопрос, если вы не расслышали. Вы обращались ли к каким-нибудь международным организациям по поводу вашей защиты ваших прав и помощи, для оказания помощи вам? Да, я обращалась к нашим правозащитникам, а к другим организациям я еще обращаться не успела. Вот сейчас начну по этапам ходить, обращаться куда нужно. Я всегда буду рада стоять на своих словах и помочь своим детям, чтобы у них какая-нибудь хотя бы была бы документация, чтобы они получили. Понимаете? Без документа мы ничего не можем здесь сделать. У меня ребенок завтра, послезавтра не могу в садик отправить, не могу на лечение, постоянно хожу в больницы платные. Вы как все знаете, что без документации мы ничего не сможем сделать. Тем более здесь я сейчас в данный момент из-за этого же консульства я тоже состою нелегально в Турции. Мне тоже нужны документы здесь восстанавливать, чтобы нормально выйти замуж. Понятно. То есть, другими словами, вам консульство наше не подтверждает документы, не помогает восстановить, не дает документы, тем самым у ваших детей не получаются документы, тем самым вы не можете зарегистрировать ваш брак с вашим мужем, тем самым вы не можете не подать в садик заявление на то, чтобы ваших детей взяли в садик, и вы начали работать и нормально существовать, как нормальные семьи. То есть, другими словами, вы попали в бюрократическую ловушку, которую организовали два диктатора. Я не хотел бы вас никак связывать с этими диктаторами, поэтому, Зарина, давайте мы на этом с вами закончим интервью, а я продолжу нашу беседу с нашими зрителями по поводу вашей ситуации. Я бы никаким образом не хотел вас связывать с какой-то оппозицией, которая борется против диктатора, вот как я, например, и так далее. Вы боретесь тоже, я согласен, но вы боретесь за свои гражданские права, за права ваших детей, за ваши права. Это мы обязаны это делать. Я не только борюсь за своих детей, я и борюсь за тех детей, которые живут в Туркменистане. Как вы знаете, что в Туркменистане ничего нету, везде взятки, с каждым днем все хуже и хуже Туркменистан становится. Жизни нету там.
И вы, дорогие жители Туркменистана, на это все закрываете глаза. Не надо так делать. Просите свои права. Вы же все-таки граждане Туркменистана. Понятно. Вот сегодня я получил информацию из Туркменистана, да, Гурбангулы Бердымухамедов, обратите внимание, уважаемые зрители, председатель Народного собрания Милли Кеңеша, или по-простому сказать, парламента Туркменистана, сегодня ходил с ДПСниками и снимал номера автомашин, которые в городе находятся, или которые ездят с большими скоростями, или же просто стоят припаркованные. То есть его сын тем же самым занимается. Недавно он провел открытое совещание Государственного совета по безопасности. Эти два на голову больные люди, полностью потерявшие связь с реальностью, сидящиеся на больших наркотиках, люди, вместо того, чтобы помочь 1,5 миллиона нашего населения, которое вынуждено работать за пределами Туркменистана, которые перечисляют деньги для поддержания своих родственников в Туркменистан, другими словами, выполняет социальную нагрузку государства, вот в это время эти два человека, один из них председатель Народного собрания Милли Кеңеша или парламента Туркменистана, Верховной Палаты, а другой Бердымухамедов, его сын, так называемый президент, который слушает только своего папу, оба человека занимаются правопорядками на улицах города Ашхабада. В то время, когда 1,5 миллиона человек находятся без документов, у них нету паспорта, им не продлевают паспорта, им не меняют паспорта, им не восстанавливают паспорта. Более того, они закрыли все дороги в Туркменистан, превратили в тюрьму. Вот эти два человека почему-то решили 22 апреля, что важнейшая задача для Туркменистана, для государства Туркменистана в государственном масштабе и в международном масштабе ходить с ДПСниками в городе Ашхабаде и снимать, значит, номера, видеть, какие крыши домов не соответствуют цвету и так далее. Это работа обычного ДПСника или обычного архитектора по урбанизации города. Почему вот эти два некомпетентных наркомана, вместо того, чтобы спасать наших людей, которые оказались в тяжелейшей ситуации, Зарина Ахтямова с 2010 года, есть такие же люди еще с более сроками, они мне звонят, я их знаю. Почему вот эти два человека, народом не избранные, захватившие власть? Последний захват произошел 12 марта. Два международных террориста, два международных мошенника не занимаются прямыми обязанностями восстанавливать документы, помогая нашим гражданам, являясь гарантом Конституции, являясь гарантом этих граждан, если у них возникнут проблемы, занимаются правилами дорожного движения, и то незаконными. Он ездит по городу на машине Avalon 2010 года, и останавливаются ДПСники вокруг него и говорят: снимите номер этой машины. Он даже не подходит, не спрашивает, на каком основании, там, какое правонарушение. Никаких доказательств не приводится, просто снимает автомашину. Номер. Проезжает, видит вот этот дом, крышу надо поменять. Кто хозяин, найдите и примите меры. Это что такое? То есть два человека обкурились, вышли на улицу, решили чуть-чуть погаишничать, взяли с собой команду ДПСников и решили навести порядок на улице. Что, больше задач нету в Туркменистане? В Туркменистане экономический крах полный. В Туркменистане социальный крах. Туркменистан превратился в тюрьму. В Туркменистане ужесточает все, что можно. Туркменистан закрыт на карантин. Нельзя с одной области в другую область поехать. Нельзя с одного района Этрапа поехать в другой район Этрап. Если ты выйдешь на улицу, собираешься два человека, сразу прибегают полиция и нацбезопасность. Вот в этой обстановке эти два наркомана, обкурившись ночью, выходят утром на улицу сегодня и стараются навести порядок на улицах.
Что, больше нету государственных дел? Туркменская конституция не соответствует никаким международным нормам. Там преувеличены все права президента и права председателя Халк Маслахаты. Там он не соответствует никаким международным, никаким законам. Его надо корректировать, над ним надо работать. В Туркменистане очень много законов ущемляют права человека. Почему вот этот человек, себя обозвавший Аркадах, обкурившийся ночью, не пришел на работу в парламент и не занялся тем, что начал профессионально заниматься корректировкой законов или работать над ними и приводить их в соответствие с международными нормами? Почему президент Туркменистана, его сын, который тоже такой же наркоман, который, как его отец, он не мяукает, когда разговаривает, а он хнычет, когда разговаривает. Если он не обкурится через час, ему плохо становится. Почему этот человек не занимается своими прямыми обязанностями и не спасает людей? Почему он не командует, не вызывает министра иностранных дел, мошенника, который превратил замену паспортов в паспортный бизнес Рашида Мередова и не разберется с ним? Почему этот президент, так называемый, которого в народе прозвали Чебурашкой, извините меня за это выражение, проводит Государственный совет по безопасности и показывает людей, которые нарушили правила дорожного движения, проехали на какой-то скорости, их вытаскивает, обрил их, надругался над ними и их посадил на 15 суток. Что, это проблема государственного масштаба? Почему не решаются проблемы государственного масштаба? Почему решаются какие-то проблемы, которым их придет в голову ночью, когда они обкуриваются, чтобы они ездили на улице и не видели вот эти старые машины или машины с другого вилаята или машины с вилаята Ахал. То есть город Ашхабад находится в вилаяте Ахал. То есть областные машины не имеют права заезжать в столицу. Что они из столицы превратили в свой огород? Или из Туркменистана превратили в свой огород? Я отдельно выступлю по этому поводу. На самом деле демократическая оппозиция еще почти не занималась Сердаром Бердымухамедовым. Через несколько дней по окончанию Рамадана мы займемся им и расскажем, уважаемые туркменистанцы, все, что они творят. Все, что происходит. Мы получаем очень много материалов из Туркменистана. Мы получаем фотографии, видео, очень много материалов, доказывающих, чем они там занимаются. Это два человека. Никогда не должны были работать на государственной работе, которые не имеют масштабно мыслить или видеть в масштабе государства свою задачу. Эти два человека, обкурившись всю ночь, выходят на работу один президентом, один так называемым председателем парламента, который незаконным образом захватил парламент, должность председателя парламента, нарушив Конституцию грубо. Вот эти два человека управляют Туркменистаном. Как вы думаете, куда приведут эти два человека Туркменистан? В бездну. Мы уже в бездну. Мы сейчас пробиваем дно этой бездны и идем еще глубже. Куда мы идем? Только Аллах знает. Уважаемые туркменистанцы, на этом я хочу закончить свое выступление. Я хотел сосредоточить ваше внимание, что за Зарину Ахтямову мы будем бороться. Если надо, мы обратимся даже к Джо Байдену, попадем на прием, но мы восстановим ее документы и восстановим справедливость. Я всем вам желаю бороться за свои права. Чем мы закрываем глаза, тем больше вот эти два наркомана проводят жизнь своей наркоманией идеи. И наш Туркменистан, наш народ утопают в несправедливости и в беззаконии. Я всегда вам говорил и всегда вас просил, всегда, где бы вы ни были, защищать свои права. Если Конституция не работает в Туркменистане, значит, надо все менять. Значит, если надо обратиться к международным организациям за помощью. Если они не помогают, у нас другого варианта не остается, как взять оружие. Но если мы берем оружие, мы должны к ним обратиться, чтобы они нам дали оружие, и мы защитили нашу страну от этих людей.
от этих наркоманов, которые захватили сегодня нашу страну. Во Всеобщей декларации прав человека написано, что если какой-то народ, в преамбуле прям написано, если какой-то народ не может защитить права, свои права, или добиться справедливости, или свою свободу законным путем, этот народ имеет право взять в руки оружие, чтобы добиться своей свободы. Мы воспользуемся этим правом, если мы процедурно пройдем и сможем доказать всему миру, что сегодня законного способа смены этой власти двух наркоманов, которые захватили власть в Туркменистане и устраивают беззаконные свои действия, которые лишают всего туркменистанцев свободы передвижения, свободу слова, свободу выезда, свободу заезда, свободу на работу, свободу на свободное лечение. Всего лишают, значит, нам надо эту свободу защитить от вот этих людей. Если все правоохранительные органы, наоборот, становятся правонарушающими органами и являются инструментами и дубинками этих вот двух наркоманов, у нас не остается другого варианта. Поэтому я хочу еще раз ваше внимание сосредоточить на это. Уважаемые туркменистанцы, наша свобода и наша жизнь в наших руках. Не в их руках, в наших. Поэтому я вам всегда говорю, свою судьбу, свою жизнь, свою свободу держите в руках. Никому не позволяйте нарушать ваши права и делать несправедливость, чтобы нарушить вашу свободу. На этом я заканчиваю свое выступление. Я всем вам желаю в месяц Рамазан много справедливости, много счастья, и чтобы Аллах вас вознаградил, исполнив все ваши желания. До свидания.